Так, ассаламу алейкум. Несколько слов о Рахиме Алихове. Последнее видео было про него. Видео говорилось о том, что Рахим пропал в ночь с 16 на 17 февраля. Сегодня, получается, ночь 22 февраля, уже 5 с лишним дней получается. Вот. Были разные здесь как бы комментарии, спрашиваю, что это вроде не чеченская фамилия. Он не чеченец, он по национальности кумык, но он из Чеченской республики, из села Виноградное. Жил сам в Москве, и где-то там же в Подмосковье жила его мама, родственники, в общем. Насколько я понял, много родственников у него там было. Он гостил, в общем, его мама где-то вот в каком-то районе жила у своей сестры, он ездил, Рахим ездил к ним, побыл у них и поехал к себе домой. И вот в общем, пропал ночь 16 на 17. У них там много родственников в Москве, слава Аллаху. Они его много искали, там сделали все возможное, родственники этого Рахима. И последнее, его видели, и на камерах видели в Люберцах, где-то он, кто-то, на камерах увидели, что он в Люберцах спускался в метро. Я вот этому видео чуть позже поставлю фотографию Рахима Алихова. В общем, на видео они смогли посмотреть, что он спускался в метро. И сегодня я говорил снова говорил с его двоюродным братом, одним из двоюродных братьев. Он рассказал, что поиски их привели к тому, что они встретили 3 людей, они с его фотографиями ходили вот в Люберцах, показывали людям, таксистам, там, другим, третьим. И как минимум 3 человека, говорят, его точно узнали и рассказали, что его видели. Но он, говорит, немножко как-то себя неадекватно вел. И у него одежда была, говорит, немножко грязная. Вот. На связь он не выходит, но при этом телефон у него включался, 17 числа включался у него телефон, и 18 числа утром у него включался телефон. Родственники, когда увидели, что телефон у него включился, они пытались дозвониться, но трубку не взяли, и опять телефон отключился. Теоретически возможно, что кто-то на него там напал, отняли у него телефон, и, может быть, его как-то ударили, что он не совсем в себе. Ну, пока ситуация такая, что вот нашим друзьям из Москвы я тоже обращался, вот сейчас буквально. Сайфулла, поэтому Рахиму к травмам датскил. Вот он отвечает. أيسا والله سمرس والله ده تحلل تعامل تطلع خشوة سنتوق سن يعيد المصو أول حاجة كذا دويش بابا يسوع задержать у нас تحلل تعامل ده تلفون مات. То есть наши друзья в Москве пробили там все возможное, невозможное тоже по МВД, там по отделам, ну пока что говорят, нигде его не могут найти. Такая ситуация. Мы на связи с его родственниками, как бы контакт держим, посмотрим, будем надеяться, что в скором времени он найдется, объявится. Вот, поэтому я здесь поставлю его фотографию, если вдруг кто-то как-то узнает этого человека, если кто-то видел его. Но вот, по крайней мере, последние 3 человека, они его, говорят, видели в Люберцах в Москве. И он себя вел, говорят, немножко неадекватно. Возможно, он пострадал, возможно, его ударили. Фотографии его, вы говорите, сейчас написано, покажите его фотографию. Фотография прям на Ави у меня на предыдущем видео. И на это видео я
через 5 минут после эфира, там, через 10 минут, может быть, тоже поставлю эту же фотографию Рахима Алихова. Прямо на АУ поставлю, вы его вы будете видеть. Вот такая вот ситуация. Так, сейчас последние новости. Это его родственник сейчас будет. Алейкум ассалам. Нет, пока парни говорят тишина. С ними созваниваюсь часто. Пока говорят тишина, они у меня спрашивают, я у них спрашиваю. Просто тупо сидим и ждем. Ясно. Это его двоюродный брат сейчас говорил, Дени его зовут. Вот, Ислам Тимир Султанов. Ислам, ты лучше, пожалуйста, позвони на номер 8 928 002 56 56. И это самое. Оставь свой номер, я тебе перезвоню. Хорошо, давай так. Вот. И что штук. Так, на чеченском скажу от своей Москва. Далее человек Ростове, далее кигична бухачдер. Селхана цахата хаттан ждахятся элиршуг, ждахятся элиршуг. Потом я сегодня читаю, так, сегодня читаю средства массовой информации, что их действительно ждахятся, но дахятся эрбул, генбул, ли юахалятся бош. В общем, тяга и азербайджанец, и тага вин дела, и беспорядок, шихум шахил дела, айдал, шаймохул цуман таздел дохшлу, цундела, да, цачуца вош, дусар думаю, чувствуется бадик дистис, он дальше арештат, битер дальше, но отсюда пока сашук, цуна лецкая дит, снова щия, энцабилгал сон, цачун цахашун, Jim ладуш хардуве, фауш хардуве. Иштундук. Так, БСНГ, мы айтишники, покажите его фото, постараемся помочь. Отлично. Айтишники, пожалуйста, позвоните на номер 8 928 002 56 56. Есть его много фотографий, я его фотографии пришлю. Или можем сделать так. Я, допустим, чуть позже выложу еще одно видео, оно будет короткое, там добавлю какую-нибудь музыку, и там несколько его фотографий прям поставлю, и что мду. Так, в Новгороде Ляцчунаха Сун, в общем, когда были эти сообщения, я был в курсе этого. Тига единственное, очень вещи номер версия, я это вещи цачун висцалас, очень дел, кей дух цачун дюйцердацас, но тига представитель да я это эла йогой адвокат чига царь связи доллар эла очень тхошду и Новгороде, великий Новгороде, далее это онкология, ищем богши, что Царсундай танкиях штер заключение, что это злокачественный, я доброкачественный опухолью. Из-за даркидегдар, так цуна лец и дахун леца, из-за дицансун, так, в общем, цацун вещи гвиста хала, ваш субох хенчук, я уже по нему уже отдельно видео или оставил мало. Цацун из целясун диц, пигдуй, как мобилсун. Вот такое вот дело. Так. Давайте я тогда вот фотки Рахима Алихова, которые у меня есть, я просто там короткий ролик сделаю сейчас и дополнительно его выложу сейчас. И напишу там название к ролику, там фото пропавшего Рахима Алихова. Будем надеяться, что найдется. И что, а я пока что выйду из эфира. Тогда еще раз постараюсь чуть попозже выйти в эфир снова. Уже мяла цапара листхоль шумдир дуай дал мула. Постараюсь на ваши вопросы отвечать. Так, я в машине сижу, прикованный ремнем. Так, салам дельчарг, массарга, ва алейкум ассалам, салам хаица шугар. Дал, это был массера адика юршу. Дал мула, я сегодня где-то, ну, по московскому времени, где-то в
часам к 10 постараюсь выйти в эфир, если у меня получится. К 10, пол 11